It is so decided. 193 государства-члена Организации Объединенных Наций достигли консенсуса и в ходе саммита ООН по устойчивому развитию, прошедшего в Нью-Йорке 25-27 сентября 2015 года, приняли повестку в области устойчивого развития под названием «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Эта повестка дня содержит 17 целей и 169 задач, а также определяет условия их осуществления и механизмы контроля. Но перед тем, как говорить о новых целях устойчивого развития, давайте все-таки выясним, что же понятие устойчивого развития означает. Устойчивое развитие определяется как развитие, которое обеспечивает удовлетворение сегодняшних потребностей, не подрывая способность грядущих поколений удовлетворять свои собственные нужды. Цели устойчивого развития, они направлены на то, чтобы люди, принимающие решения, делали фокус не только на качестве жизни человека, то есть в погоне за качеством жизни человека они также и не забывали о том, что они должны оставить следующему поколению, чтобы не нанести ущерб, скажем, окружающей среде. Для обеспечения устойчивого развития решающее значение имеет согласованная реализация трех ключевых компонентов – экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды. Все эти компоненты взаимосвязаны и исключительно важны для благополучия отдельных людей и общества в целом. Сегодня, когда мы видим действительно реальное влияние изменения климата и окружающей среды на вопрос, мы понимаем, что нельзя избегать и третьего фундаментального аспекта, да, помимо социального, надо и основываться на других столпах, такие как экономика и окружающая среда. И поэтому цели устойчивого развития, они уже основываются на трех вот этих так называемых подушках, да, на экологическом, экономическом и социальном вопросе. Одним из необходимых требований устойчивого развития является ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях. Для этого необходим устойчивый экономический рост, повышающий базовый уровень жизни, содействующий справедливой социальной интеграции и стимулирующий устойчивое освоение природных ресурсов и экосистем. 2015 год, он такой знаменательный для мира и мирового сообщества, потому что в этом году впервые, наверное, наблюдается такое глобальное единство у всех стран мира, потому что в этом году, вот такой он исторически переломный, все практически страны мира в сентябре приняли цели устойчивого развития. То есть это говорит о том, что мир наконец-то осознал важность того, что надо в одном русле двигаться. У бедных людей не хватает денег на еду, на машину. У них есть дети, у них не хватает денег на игрушки, книги и на хорошую одежду. И это очень плохо. Еды должно хватать на всех. Чтобы не болеть, надо мыться всегда, кушать и еще и тепло одеваться. Все должны ходить в школу. Экологически устойчивое развитие означает, что человечество должно научиться жить в пределах ограничений, определяемых емкостью биосферы, сократить объемы как извлекаемых из природы ресурсов, так и возвращаемых в нее отходов своей жизнедеятельности. Нужно сказать, что глобальная программа развития человечества, принятая ООН, она совершенно необходимый документ, именно потому, что тот тренд, который сейчас происходит с развитием человечества, он не может не привести к очень серьезным осложнениям. Он уже и сейчас приводит к серьезным осложнениям, поскольку
тот способ существования, который до сих пор реализовывало человечество, он оказался не соответствующим ни природному окружению, которому человек хочет или не хочет, должен соответствовать. И он не соответствует также и социальным закономерностям. Устойчивое социальное развитие означает сбалансированное решение демографических проблем, проблем занятости, повышение уровня и качества жизни, обеспечение гражданских прав и личной безопасности людей, а также расширение доступа к качественному образованию. Я сегодня вот изучала этот документ и цели, которые поставлены таким большим количеством стран. Мне кажется, они такие всеобъемлющие, всеохватывающие. Было бы очень здорово, если бы это не осталось только в виде вот какой-то такой скульптуры, которой любуешься, чтобы это осуществилось на самом деле. И Кыргызстан, конечно, никогда не может стоять в стороне и говорить, что все, что происходит где-то на расстоянии, не касается нас. Абсолютно все, что происходит, касается нас. Люди становятся очевидцами разлаживания как социальной системы, так и планетарной системы, которые обеспечивают нормальное существование человечества. И вот в этой ситуации как раз попытки международного сообщества, в том числе и в рамках Организации Объединенных Наций, прийти к какому-то общему плану, к общей стратегии действий для того, чтобы приостановить, предотвратить, повернуть вот то развитие, которое, если оно не будет скорректировано, причем очень серьезно скорректировано, оно может привести человечество к непоправимой катастрофе. А вот когда ты непосредственно окунешься, вот в образование, и мы видим, в каком состоянии сегодня региональные сельские школы, понимаете, они просто разрушаются. И в результате я сегодня вижу, что большинство студентов, которые приходят к нам в университет, они практически без выполненного пререквизита. То есть они не прошли нормальную школьную программу. А это получается, что мы сегодня совершенно не понимаем, что мы не сможем, вот понимаете, так сказать, сегодня создать те человеческие ресурсы, которые смогут там поднять страну. Экономически устойчивое развитие предусматривает структурные и территориальные сдвиги в мировой экономике, повышение интенсивности и продуктивности хозяйства, достижение оптимальных с точки зрения сохранения равновесия между обществом и природой темпов экономического роста. Что такое экономика? Экономика – это тоже в основе, так сказать, самые высокие этические какие-то ценности. Потому что я всегда думаю, вот когда про образование, понимаете, очень важно, чтобы интеллектуальное, оно как-то переплелось с этическим. Потому что в результате вот этого сплетения человек становится ответственным. Таким образом, устойчивое развитие как бы связывает между собой окружающую среду, экономику и благополучие людей в своего рода триединую систему. Ключ к нему лежит в совершенствовании управления природопользованием, экономикой и обществом. Нельзя пить грязную воду. Да. Энергия – это когда светит солнце. Экономика – это когда на все хватает денег. А что такое инфраструктура, инновация, индустриализация?
В новых целях признается, что необходимым условием обеспечения устойчивого развития и ликвидации нищеты является решение проблем изменения климата. 13-я цель предусматривает срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями. То, что именно климат стал общей заботой человечества, говорит о том, что именно вот несоответствие поведения человечества, образа существования человечества земным условиям, вот как раз и приводит к такому глобальному негативному явлению, как ухудшение климата. Слава Богу, что пришло понимание, что вот эта проблема изменения климата не является локальной проблемой каких-то отдельных стран, а является проблемой всего человечества. И решить ее можно только усилиями именно всего человечества, всех стран. Для отслеживания и анализа хода достижения 17 целей и решения 169 задач будет использоваться набор глобальных показателей. Этот набор будет дополняться показателями на региональном и национальном уровнях, которые будут разработаны государствами-членами. Создана межведомственная экспертная группа, в которой отобрано 28 человек, представляющих регионы различные. И Национальный статистический комитет участвует в этом процессе. Он представляет регион Центральной Азии. 17 целей, 169 задач. На сегодняшний день разработаны порядка 300 показателей, которые будут измерять эти цели. Сейчас очень важно, чтобы вот эти вот, так сказать, стратегии, эти планы, эти лозунги воплотились в действенные такие вещи, чтобы это были очень четкие и очень жестко выполняемые меры, в первую очередь по сохранению природной среды. Вот столько-то должно быть неразрушенных лесов. Ход осуществления и его успех будут зависеть от собственных стратегий, планов и программ стран в области устойчивого развития и определяться этими странами. Цели устойчивого развития будут играть роль ориентира, позволяя странам привести свои планы в соответствие со своими глобальными обязательствами. Статистический комитет, он занимается сбором и обработкой данных. Уполномоченным органом, который занимается вопросами целей устойчивого развития в нашей стране, является Министерство экономики. Целям устойчивого развития уделяется большое внимание в нашей стране. Почему? Потому что статус Координационного совета на сегодняшний день повысился с уровня вице-премьера по социальным вопросам до уровня премьер-министра. Мы любим свой город. Нехорошо выбрасывать еду. У природы нет плохой погоды. В океане живут кит, акула, дельфин. Мы должны беречь свою природу. Осуществление этой повестки дня можно обеспечить только при условии глобального партнерства, которое должно подкрепляться конкретными стратегиями и действиями. В достижении целей устойчивого развития важен вклад каждого человека, поскольку поставленные цели так или иначе касаются всех жителей планеты. Мы, наконец, вот на этой проблеме начинаем понимать, что мы не какая-то совокупность там богатых или бедных стран, успешных или неуспешных, а мы вообще-то единое человечество, хотим мы этого или не хотим, понимаем это или нет. И мы живем на общей для нас планете. Это общая планета. Мы, конечно, можем их поделить на какие-то ветви, порезать все это государственными границами, но это не изменит того факта, что планета общая. И каждая страна, каждый человек ответственен за состояние этой планеты. Конечно, человеку необходимо знать о целях устойчивого развития, потому что он является основным потребителем
того, какие решения принимаются на основе этих целей устойчивого развития. То есть, как я сказала, во главе угла стоит человек. И независимо это будет президент, и независимо это будет как бы работящий фермер. Потому что все, что описано вот в этих целях устойчивого развития, оно все направлено на человека. Мы должны настолько понять, что вот наше вот личное вот желание там обогащения или наш просто какой-то узкий личный интерес, понимаете, это все должно остаться ниже, понимаете, мы должны понимать, что есть такое что-то глобальное, я бы сказала, что главное в этой жизни. И если мы это поймем, если это будут понимать вот, скажем, наши правители, это просто вот такая вот будет наша комплексная роль в том, чтобы это случилось. Пусть наступит мир во всем мире. Давайте жить дружно.